В эфире итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах. На 30% сократились темпы заболеваемости COVID-19. Глава республики Айсан Николаев провел заседание оперативного штаба. Более полумиллиона заявок подали граждане России на бесплатную догазификацию. Потенциал подключения составляет более 2 миллионов домохозяйств. Лагеря-спутники, инклюзивные смены и организация стационарных мест. В Якутии уже готовятся к летнему отдыху детей. Сегодня в самый романтичный день расскажем историю любви длиной в полвека из Нерюнгри. Татьяна и Геннадий отметили золотую свадьбу. Продолжается региональный этап Дельфийских игр. В этом году якутяне впервые принимают участие в направлении дизайн одежды. В Якутии темп прироста заболеваемости коронавирусом сократился на 30%. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявил глава республики Айсан Николаев. Он отметил, что в целом ситуация развивается по прогнозам оперштаба, но нагрузка на первичное звено по-прежнему остается высокой. Поэтому в регионе должна сохраняться повышенная готовность стационарного и коечного фонда. Также Айсан Николаев поручил усилить работу по ревакцинации и контролировать процесс термометрии и дезинфекции в образовательных учреждениях. Между тем, в республике за минувшие сутки выявлено 1397 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске зафиксировано 628. По 100 с лишним больных выявили в Алданском и Нерюнгринском районах. В Мирнинском и Амгинском районах зафиксировали 54 и 53 случая соответственно. За сутки выздоровели 2523 человека. Несмотря на большое количество случаев заболевания и скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. Сегодня, учебные процессы, в том числе в образовательных учреждениях города Якутска. При этом необходимо обращать внимание на то, что руководители учреждений образовательных в обязательном порядке должны соблюдать нормы, направленные на соответствующий утренний фильтр в виде температурного фильтра. Ну а, соответственно, родители обращать внимание на необходимость, соответственно, соблюдения норм, связанных с тем, чтобы детей с признаками ОРВИ не направлять ни в школу, ни в детские сады, а принимать меры к их лечению посредством вызова медицинских работников. Вакцинальный центр против коронавирусной инфекции начинает прием детей и подростков с 12 до 17 лет включительно, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Запись желающих производится через колл-центры поликлиник по месту жительства. Детей и подростков будут приглашать по определенным датам и по времени. Перед вакцинацией организован обязательный осмотр педиатра. По результатам осмотра врач дает разрешение на прививку. Отмечается, что дети и подростки в возрасте от 12 до 15 лет приходят с родителями. В возрасте от 15 до 17 лет могут приходить самостоятельно. Вакцинация является добровольной и бесплатной. В январе этого года республиканский Минздрав организовал штаб единой горячей линии 122 по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией. Позвонив по этому номеру, можно получить консультацию от медработников, вызвать врача на дом или задать другие вопросы. Наша коллега Полина Долинская побывала в роли диспетчера горячей линии. В связи с непростой эпидобстановкой в нашей республике, республиканский Минздрав организовал единый номер диспетчерской службы 122. Каждый день поступает более 10 тысяч звонков от якутян в день. Сегодня в рамках программы «Испытано на себе» я попробую себя в роли диспетчера единого номера. Но прежде чем мы приступим и начнем отвечать на звонки, мне необходимо пройти инструктаж. В рядах операторов единой горячей линии работают студенты-медики, врачи и просто волонтеры. Инструктаж диспетчеров проходит ежедневно. Перед началом работы каждый новобранец повторяет скрипты, заготовленный сценарий ответов на часто задаваемые вопросы. После этого сотрудники приступают к работе. Для каждого диспетчера оборудована кабинка, предоставлен ноутбук, телефон и наушники. Так как большая часть звонков поступает в утренние часы, в первой смене работают до 50 человек. В ночное время в основном
основном поступают вызовы экстренные. Для контроля качества всех диспетчеров есть определенная таблица. Если мы на нее посмотрим, то на сегодняшнее время у нас сейчас вторая половина дня, то есть вторая группа приступает сейчас именно к смене. С 8 утра уже было принято 918 звонков. 919. 25 диспетчеров сейчас находятся на линии, из них в ожидании звонка 14 человек, разговаривают 9 и на паузе 2 человека. То есть это те люди, которые сейчас прервались на какую-то паузу пообедать. Среднее время ожидания приема звонка – это 6 секунд, а среднее время разговора – 4 минуты 31 секунда. Уже принято 920 звонков, здесь же и показывается статус звонков. То, что отмечено зеленым, это время на обработку звонка допустимое, желтое и зеленое. Если же горит красным, то разговор затягивается. Каждый звонок фиксируется диспетчером в базе данных, которая постоянно обновляется. Это помогает врачам поликлиник видеть обращения пациентов своего участка и выезжать к ним на дом. В случае, если пациенту необходима консультация, звонок переводят на медицинских работников, которые также находятся в каждой смене штаба. За час работы мне удалось обслужить 2 звонка. В принципе, это очень хороший показатель в плане того, что на сегодняшний момент сейчас в смене работает 42 человека, 30 из них в ожидании звонков и 10 уже разговаривают. Это хороший показатель в плане того, что, во-первых, не так много обращений, а значит, люди чувствуют себя гораздо лучше. Это был мой первый опыт работы на горячей линии. Пока еще сложно оценить, смогла бы я полностью посвятить себя этому, смогла бы я постоянно разговаривать с людьми, у которых те или иные жалобы, особенно касаемо своего здоровья. Но я думаю, это как минимум будет мне полезно. Друзья, в общем, не болейте и будьте здоровы. К другим темам в Госдуму внесут законопроект о штрафах за нападение бродячих животных. Рабочая группа Госдумы по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными на заседании обсудит поправки в Кодекс России об административных правонарушениях, которые в том числе устанавливают штрафы до 200 тысяч рублей для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с безнадзорными животными. Сообщается, что субъекты России могут получить дополнительные полномочия по закону об ответственном обращении с животными, в том числе в части запрета самовыгула и определения собственных правил содержания домашних животных. Аэропорт Якутск готов принимать международные рейсы по открытым направлениям с 21 февраля. Такое решение приняли на заседании Федерального штаба под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой. Как сообщили в оперштабе, полеты будут выполняться по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований. До закрытия границ международный аэропорт Якутск принимал рейсы из Китая, Южной Кореи, Японии, Узбекистана, Таиланда и Вьетнама. Проезд по автозимнику Вилюйск-Жиганск восстановили в Якутии. Как сообщает Управление автодорог республики, на объекте работали 2 трактора К-700. Напомним, проезд по автозимнику для легкового транспорта был затруднен с 8 февраля из-за выхода наледи по всей ширине реки Линди на 207-м километре сезонной автодороги. Граждане России подали уже почти 625 тысяч заявок на бесплатное доведение газа до участков. Также в настоящий момент заключено уже чуть более 217 тысяч договоров на догазификацию. Отмечается, что по данным на начало февраля этого года потенциал подключения к газу в России составляет более 2 миллионов домохозяйств. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации ПАО «Газпром» и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.
Сегодня, 14 февраля, отмечается День основания лесного хозяйства в Якутии. В этот день, в 1939 году, было принято постановление Совета народных комиссаров об организации лесного хозяйства и системы лесов местного значения. Сегодня специалисты лесного комплекса защищают леса от незаконных вырубок и пожаров, ведут лесовосстановительные работы и просветительскую деятельность и обеспечивают рациональное использование лесов. С лесничими в рейд выехал и наш корреспондент Иван Яковлев. В феврале-марте начинается жаркая пора для лесничих. В это время горожане занимаются заготовкой леса. Необходимые документы бывают далеко не у всех, но в этот раз мы столкнулись с законопослушным гражданином. Подписи есть, печать есть. Все хорошо. Именно в целом якутском лесничестве в среднем бывает от 130 лесопользователей постоянных, которые берут на печное отопление. Валерий Домбинов, житель Магана, приехал в лес за дровами. В гараже и бане печное отопление. А еще нужны бревна для замены фундамента дома. Эту работу он запланировал на лето. И сейчас, до наступления теплых дней и исхода снега, ему необходимо отвезти древесину до своего участка. Пока случай слаживания, день короткий был. Сейчас начнем уже сжигать их. Пока период не пожароопасный. Все, приберемся аккуратненько. Выедем, вывезем все. До раскутицы надо успеть все это. Нынче не знаю, март вот, вроде теплый обещает. Вот. Пораньше начали что-то. Факты незаконной вырубки леса фиксируются на территории Якутска ежегодно. Так, в прошлом году было выявлено 6 таких случаев. 4 нарушителя привлечены к административной ответственности, 2 дела находятся на рассмотрении. Можем и на месте составить протокола. Если мы в случае патрульной путевки выезжаем в патруль и обнаруживаем, то есть незаконную рубку, и составляется на месте протокол. Неустановленное лицо на незаконную рубку. То есть мы не знаем, кто это. Мы составляем протокол, и этим делом занимается МВД. Впрочем, незаконная вырубка леса – это лишь малая часть работы лесничьих. Впереди лето, а значит снова угроза лесных пожаров. И именно от профилактической работы лесного хозяйства уже сейчас во многом будут зависеть безопасность природы и здоровье всех якутян этим летом. Иван Яковлев, Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Маган. В Якутии уже готовятся к летнему отдыху детей. Так создаются лагеря-спутники, в муниципалитетах ведется работа по проведению инклюзивных смен в лагерях дневного пребывания и организуются стационарные места отдыха. С этого года дети арктической зоны смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 миллионов рублей. В этом году для бесплатных путевок и проезда направлено 30 миллионов, на которые планируется организовать отдых для более 300 детей из арктических районов. Помимо этого, порядка 500 детей будут направлены на отдых за счет бюджета региона. В рамках действия концепции будет создан ресурсный центр. То есть Сосновый Бор будет ресурсным центром организации отдыха и оздоровления детей. Сейчас идет разработка дорожных карт по муниципальным районам. В районах мы планируем открыть лагеря-спутники, которые будут практиковать лучшие практики отдыха и оздоровления детей. Сегодня в день всех влюбленных в столице региона десятки пар связали себя узами брака. По словам заместителя руководителя отдела управления ЗАГС при правительстве республики по городу Якутску Ирины Андреевой, среди молодоженов очень популярны красивые даты. Молодые верят, что сочетание цифр сделает отношения счастливыми и долговечными. Как отметили, в самый романтичный день этого года в Якутске не так много людей записались на регистрацию брака. Этому есть вполне объяснимые причины. Во-первых, День всех влюбленных выпал на понедельник, а еще через неделю настанет 22 февраля 2022 года. В зеркальную дату на регистрацию брака записались порядка 40 пар. Начало вообще было с 7 июля 2007 года, затем было 8 августа 2008 года. Да? Вот эти даты, они почему очень популярны, потому что все-таки пара, она же с надеждой к нам приходит, они в этот день
как день рождения семьи, поэтому они возлагают очень большие надежды на такие красивые даты. Это очень символично и как бы опять же к космосу, наверное, да, вот их все надежды и такие позитивные мысли. А вот супружескую пару Цветковых даты не пугают. Их история любви длится уже полвека. Нерюнгринцы Татьяна и Геннадий на днях отметили золотую свадьбу. Цветковы знакомы с детства, жили рядом. Геннадий дружил с братьями Татьяны и не мог не заметить красивую девчушку, которая всегда была где-то рядом. Когда Татьяне исполнилось 18, они поженились. Свадьбу гуляли 3 дня, весело и шумно. Все на улице. Там, короче говоря, и на санях катались, и в ванну садили, катались, и на крыше танцевали, и баню нам провалили, и курей по улице ходили, вот, прямо тут наряженные. Заходят вот во дворах, рубают головы курей. В общем, вот такой большой бак это было. Люди давали, короче, соседи. По старинке. Вскоре родилась дочь Наталья, а через 6 лет сын Алексей. В Нерюнгри семья приехала, когда город только строился. Более 30 лет Геннадий проработал в Якут-Угле, а Татьяна работала в сфере торговли. Сейчас супруги все свое время посвящают друг другу, детям, внукам и домашним заготовкам. Главный по хозяйству Геннадий Алексеевич, супруга в помощниках. У них полная морозилка, зимой всегда такие короба папа сам делал, забиты варениками и пельменями. Они прям любят, они садятся в выходные, мама намесит тесто, папа фарш. И вот это они все постоянно, у них очень вкусно. И сейчас вот приезжали внуки на неделю с Москвы, из Питера на юбилей. Не ел никто ничего, только пельмени, вареники, квашеная капуста, огурцы, помидоры и пицца папина, и хлеб, конечно. 3 внуков – любимчики бабушки и дедушки. Цветковы очень гордятся достижениями старших Владимира и Геннадия и радуются, глядя на маленького Алексея. О секрете семейного счастья говорят просто. Надо уступать друг другу. Самое главное, надо уступать. Вот где-то я вспылила, он отошел в сторону, но я больше, конечно, эмоционально. Так что не будь это самое. Он молча развернулся и ушел. Все, я уже ходила, он не разговаривает. Я ходила, подошла, он делает вид, что ничего не произошло. Также сели, попили чай, все и забыли. Часто Цветковы собираются все вместе дома или на даче, на которой проводят большую часть лета. А через 25 лет супруги планируют отметить бриллиантовую свадьбу еще большим составом семьи. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске продолжается ход регионального этапа 21-х молодежных дельфийских игр. В этом году участие в отборочных принимают 240 конкурсантов из 28 профессиональных образовательных учреждений. 4 из них – студенты Якутского колледжа технологий и дизайна. Продолжит тему Саргалана Неустроева. В этом году якутяне впервые принимают участие в дельфийских играх по направлению дизайн одежды. Регион будут представлять молодые и опытные дизайнеры, призеры и участники чемпионата World Skills и фестиваля Arctic Fashion Show. Разумеется, помимо таланта и профессионализма, одним из главных критериев участия в дельфийских играх было наличие собственной коллекции. Образы, которые вы сейчас видите, были разработаны и пошиты самими участницами в мастерских колледжа на практических занятиях. Оцениваться они будут отдельно. Однако самый волнительный этап региональных отборочных – это творческий показ. Участницы прошли жеребьевку, выбрали тему и за небольшое количество времени должны создать образ, который они презентуют на следующий день. В силах своих воспитанниц наставники не сомневаются и надеются выйти в финал. С такими студентами интересно самому работать, заниматься, потому что видишь, когда глаза горят, человек не жалеет ни средств, ни времени, ни трудолюбия для того, чтобы достичь своих целей. Но даже если в этом году воспитанницы колледжа не покажут серьезных результатов, то возможность нарастить силы и мастерство есть. Так, в этом году учреждение выиграло федеральный грант конкурса «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Поэтому
уже в этом году, к 1 сентября, у нас будут 2 наисовременнейшие мастерские по технологии моды и цифровому моделиру. Мне кажется, что это даст уже следующим поколениям наших студентов дальше развиваться в этом данном направлении. Между тем, Якутия продолжает развивать и экспертное сообщество. Так, от региона в этом году участие в играх примут около 100 экспертов. Всего же отборочные проходят в 30 номинациях на 12 площадках в онлайн и офлайн форматах. Что немаловажно, упор в основном делается на применение высоких технологий. Каждое следующее молодое поколение, оно должно что-то взять лучше из традиций и в то же время отвечать вызовам современности. Поэтому наши дельфийские игры, они тоже на это ориентированы, поэтому большой блок IT-профессий, большой блок креативных индустрий, и даже если, может быть, это традиционные отрасли для нашей республики, но современные технологии, они там тоже используются. Финал Дельфийских игр 2022 пройдет с 22 по 27 апреля в Красноярске. Победители отборочного регионального этапа войдут в состав официальной делегации республики и поборются уже за звание лучшего в России. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Перейдем к новостям спорта. Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валеевой. Она сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную 17-го. Исполком Международного олимпийского комитета приняло решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Кроме того, в МОК сообщили, что если россиянка Камила Валеева попадет на пьедестал Олимпиады в одиночном катании, церемонию тоже отменят. Международный олимпийский комитет подтвердил предоставление патроната 7-м международным спортивным играм «Дети Азии». Об этом МОК уведомил в официальном письме президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Также Международный олимпийский комитет высказал слова поддержки и благодарности в адрес Международного комитета игр за работу в деле продвижения спорта и сохранения его ценностей. Напомним, 7-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа этого года. Следует отметить, что «Дети Азии» проводятся каждые 4 года с 1996 года. С 2004-го игры регулярно пользуются патронатом Международного олимпийского комитета. По завершению очередных игр, и крайними были у нас зимние игры, предоставляется отчет Международный олимпийский комитет по соблюдению тех правил, которые несет за собой патронат. Соответственно, вся та работа, которая была проведена, которая ведется комитетом именно в части определения места подготовки, места проведения, в частности, во Владивостоке, также были представлены Международному олимпийскому комитету, соответственно, признание соблюдения олимпийских идеалов, олимпийских ценностей. С последних соревнований по биатлону уроженка Нерюнгринского района Ксения Янополис привезла 3 медали. 12-летняя спортсменка успешно выступает на всероссийских соревнованиях на призы двукратной олимпийской чемпионки Анны Багалей, которые проходят в 6 этапов. 3 из них уже позади. О планах и амбициях перспективной биатлонистки в материале наших коллег. Первый этап Кубка Анны Багалей проходил в Мурманске, где в спринте и суперспринте Ксения завоевала золото и серебро. Второй этап состоялся в Магнитогорске. Там за пропущенные промахи в стрельбе Ксения оказалась на 29-м месте. Но на следующий день, отстрелявшись без промахов, ей удалось продвинуться сразу на 22 позиции и прийти 7-й. В последний день в эстафете вся команда республики, в составе которой выступала Ксюша, заняла 2-е место. Третий этап состоялся в Южно-Сахалинске. Он стал наиболее удачным. Там было 3 гонки. Первый спринт, где мне удалось выиграть с нулем, выиграв всего 8 секунд. Вторая гонка это была индивидуальная, где за штраф добавляют 30 секунд. Именно это позволило мне выиграть, потому что, отстрелявшись на 0, я выиграла у соперницы 46 секунд, у которой был 1 промах. И в третий день был масс-старт, на котором у меня было 4 промаха, и было очень сложно бороться за первое место, но я была 2-я в итоге.
Лыжным спортом Ксения увлеклась в 1 классе, а биатлоном занимается всего 3-й год. В Чульмане, где живет спортсменка, по лыжным гонкам ее тренирует Александр Лукьянов. А вот по стрельбе тренера нет, поэтому приходится тренироваться самостоятельно. Родители создают все условия для подготовки к соревнованиям. Сейчас мы периодически стреляем прямо дома. У нас есть биатлонные установки, у нас есть винтовка своя, биатлонная, пневматическая. Есть приспособления, которые папа сделал, можно стрелять прямо в квартире. Ну и также с этими биатлонными установками выезжаем на территорию леса, устанавливаем 10-метровую дистанцию и проводим тренировки. Мама сопровождает Ксению на все соревнования и представляет как тренер. Она знает обо всех трудностях, связанных с перелетами, сменой часовых поясов и спортивными неудачами. Но те эмоции, которые приносят соревнования, тот характер, который формируется у дочери, компенсируют все неудобства. В дальнейших планах, когда исполнится 14 лет, Ксения хочет попасть на игры «Дети Азии». А пока впереди у юной биатлонистки в этом году еще 3 этапа Кубка Анны Багалей. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.